Полномочный представитель президента в Северо-Западном округе Владимир Булавин официально представил временно исполняющего обязанности главы республики Сергея Гапликова. На церемонии, которая прошла в Большом зале Госсовета Коми, присутствовали члены правительства, депутаты Госсовета, руководители органов исполнительной власти и федеральных структур, главы муниципалитетов и представители общественных организаций. Полпред президента отметил, что Сергей Гапликов человек компетентный, требовательный, имеет достаточный опыт управленческой деятельности и способен выполнить даже самые сложные задачи. Константин Куратов знает подробности. Обстановка в республике остается стабильной, а негативные тенденции просматриваются разве что в деталях. Кое-где задерживают зарплату. Есть вероятность увеличения числа безработных. Такую оценку сегодняшней ситуации в республике дал полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин. Пояснив, социальное самочувствие населения должно стать основным вопросом и для временно исполняющего обязанности главы Коми. Обязательным условием необходимо организовать работу по выполнению майских указов президента и с точки зрения обеспечения достойной заработной платы всей бюджетной сети, с точки зрения доступности и качества медицинских и образовательных услуг, с точки зрения создания необходимого количества высокопроизводительных рабочих мест, развертывание сети многофункциональных центров и использование этих центров для получения обратной связи у населения о своей работе и своей деятельности. В срочном порядке должна измениться бюджетная политика региона, заявил Сергей Гапликов. К формированию главного финансового документа республики нужно подходить крайне взвешенно, учитывая реальные потребности населения и реальные возможности. До сих пор дефицит бюджета Коми покрывала за счет заимствований. От такой тенденции, с учетом резервов и ресурсов региона, надо постепенно отходить. Хотел бы отметить, что это основная задача не в среднесрочной, а в краткосрочной перспективе. Поручение правительству республики активизировать внутренние резервы в первую очередь и активно поработать на федеральном уровне с тем, чтобы привлечь дополнительные средства в республику. Жду от вас, уважаемые коллеги, в ближайшее время конструктивных и деловых предложений на эту тему. Следующая задача – наверстывание отставания по программе переселения из ветхого и аварийного фонда. Ситуация, по словам Сергея Гапликова, очень сложная. Первый этап программы был сорван, второй – под угрозой срыва. 960 миллионов рублей было передано муниципалитетам из федеральной казны, 1,5 миллиарда из республиканского бюджета. Но не все города и районы справились с задачей. Мы должны, невзирая ни на что, выполнить поставленную задачу. Сегодня существует реальная угроза. Я просто обращаю ваше внимание, из-за невыполнения указанной задачи оказаться в штрафниках на федеральном уровне. И нам грозит возврат соответствующим образом 214 миллионов рублей. Федеральный бюджет – это помимо того, что мы с вами заплатим соответствующие штрафные санкции. Сергей Гапликов назвал в числе отстающих муниципалитетов Ухту, Сыктывкар, Печору, Сыктывдинский, Ударский и Троицко-Печорский районы. А присутствовавшим в зале руководителям рекомендовал начать реальную работу в этом направлении и предупредил, что если действительно придется деньги в Москву возвращать, да еще и штрафы выплачивать, все, кто допустил халатность, будут наказаны. Говоря о создании нового кабинета министров, Сергей Гапликов отметил, что в республике много профессионалов, но дал понять, что основные направления будут курировать все же руководители не из республики. Некоторые позиции, которые для меня кажутся наиболее важными с точки зрения моей работы как главы республики, конечно, наверняка я предложу отдельным своим, так сказать, давним коллегам. Хочу сразу сказать, что не уверен, что они согласятся, потому что у каждого своя жизнь, свои планы. Но если такое произойдет, я больше чем уверен, что в республике найдутся достойные представители. Сейчас правительству поручено проанализировать все действующие республиканские и федеральные программы, в которых Коми принимает участие, с точки зрения исполнения и эффективности. Константин Куратов, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган.